Это каменные орудия труда, которые были также добыты в результате археологических экспедиций, произведенных на территории нашей республики. По-настоящему археологическая находка – самые первые в мире орудия труда. Это подтверждает директор Национального музея Ваха Асталов. А он уж точно ошибаться не может. Всего их около 20 тысяч. Здесь можно найти все от древнего кинжала до одежды воина Средневековья. Это всего 6-й экземпляр подобного рода, найденный на территории России. Понимаете? А принадлежал он конкретной исторической личности, представителю тайпа Тышни, предводителя Тушхаройского общества Анри Боке, который где-то в средние века, в 15-16 веках, принимал активное участие в политической жизни истории соседней Грузии. На поиски древности археологи последний раз выезжали несколько лет назад. По их словам, для такого кропотливого труда не хватает специалистов. Чтобы повысить престиж этой сложной профессии, в Государственном университете в прошлом году открыли археологическую лабораторию. Раскопкам подвергалось известное Алхан-Калинское городище. Это один из крупнейших на Северном Кавказе бытовых, как говорят археологи, памятников, которые относятся к первому тысячелетию нашей эры. Вот там мы проводили со студентами исторического факультета археологическую практику в течение 20 дней. Когда они сталкиваются с реалиями археологии, особенно на Алхан-Калинском городище, вы представьте себе палящий зной августа прошлого года, температура на солнце за 40 градусов и работающие ребята. Это дорогого стоит, как говорится. Несмотря на прилагаемые усилия, все меньше и меньше выпускников хотят заниматься археологией. Соответственно, число поступающих в вуз ежегодно сокращается. Например, на исторический факультет ЧГУ в этом году было зачислено только 48 студентов. А это, как говорится, капля в море. В первую очередь это связано все-таки, мне кажется, с плохой осведомленностью самих абитуриентов, то есть выпускников школ, ну и, естественно, их родителей. Дело в том, что очень многие абитуриенты, они даже не знали о том, что какие предметы необходимо сдавать для поступления на исторический факультет. Для того, чтобы поступить на исторический факультет, необходимо сдавать еще и историю, и обществознание. И повторюсь, кто поступает на регионоведение, значит, необходимо будет сдать еще предмет география. Вот это главное, чтобы они уяснили. Благодаря продуктивной работе археологической лаборатории все же удалось привлечь внимание студентов в науке. Но для того, чтобы изменить ситуацию кардинально, преподаватели исторического факультета намерены уже в следующем году выезжать в учебные заведения республики и рассказывать о преимуществах этой профессии. Динара Мурадова, Адам Чекуев, Дуня Хавхаров. Новости.